Центром всей учебно-воспитательной работы школы является методический кабинет. В нем собран разнообразный и богатый материал из опыта работы отдельных учителей. В методическом кабинете имеется необходимая методическая литература, разработка уроков, материал по тестированию, оригинальные наглядные пособия. Имеются стенды рекомендательного характера. МОНАС, СЕМИТЕЙ, СИНТЕК. Здесь проходят линейки, встречи с интересными людьми нашего города, с ветеранами войны и труда. Картина отражает этапы развития Республики Кыргызстан. Ежегодно в этом зале проводятся недели русского языка и литературы, организовываются выставки литературных газет, творческих работ учащихся, включая фольклорные выступления и вечера. Среди учащихся вызывает экологический зал. Экологическое воспитание учащихся уделяется большое внимание. Создан клуб экологов. Здесь устраиваются различные конкурсы на лучший букет, экзотические комнатные растения, композиции из природного материала, экибана. Глубокие и прочные знания в начальной школе дает отличник просвещения Республики Кыргызстан Рузанова Галия Равильевна. В течение ряда лет она работает по методу Лысенковой и добивается хороших результатов. Многие ее из уроков становятся нетрадиционными. Сейчас мы вам покажем фрагмент урока. Момент называется устного счета. Для разминки давайте порешаем задачи. Слушаем меня внимательно, ребята. Кормушку повесили, дети для птиц. Туда прилетели 10 синиц, 4 вороны, 6 снегирей, сорока, воровка и с ней воробей. Кто же нам побыстрее ответит? Сколько же птичек увидели дети? Алиюша? Сам помогаем. Зарубит? 22 птички. В кармане у Коли монеты звенели. Когда он бежал, они песенку пели. По 10 копеек 6 было монет. 40 копеек ушло на обед. За 8 копеек линейку купил. 10 копеек друзьям одолжил. Осталось в кармане лишь самая малость. Сколько копеек у Коли осталось? Сию даже 2 копейки. Яблоки дети в саду собирали. Взвесив их, урожай подсчитали. Дети Как всегда в творческом поиске отличник просвещения Республики Кыргызстан Суткевич Ирина Юрьевна. Ее кабинет – настоящая творческая лаборатория. Методы ее работы постоянно совершенствуются. Открываем запись. Запись 4 плюс 4, 6 плюс 3, 9 минус 3. Учительница начальных классов Игимбердиева Изат добивается хороших результатов.
Балдар, бүгін біз арпес ағыда сүреттер бойынша сөздерді буындарға, андан кейін сүрет бойынша сөйлем түзіндіргеніміз. Түсінікті? Мынау кітаптегі сүретті қарап көрген балдар. Бұл жерде біз нелер көріп тұрамыз? Ар түрдегі сүреттерді көріп шығарсақ, эми ушул сүреттер бойынша біз сіздермен азыр карточкалар үстінде. Вы стойте, устава готовьте. Языка и литературы Усмановой Зауре Шамиржановны. Уроки проводит на высоком методическом уровне. Урочную работу тесно увязывает с внеклассной работой по предмету. Под ее руководством удачно прошла конференция по творчеству Чингиза Айтматова для учащихся 11 классов. И сегодня мы присутствуем на уроке, посвященному творчеству Михаила Юрьевича Леонова. Ребята, вашему вниманию я предлагаю урок «Экскурс по жизни и творчеству» Михаила, великого русского поэта Михаила Юрьевича Леонова. Михаил Юрьевич Леонов, вы знаете, как писатель, поэт и художник. Он был очень яркой личностью. И вот об этом сейчас мы с вами поговорим. На доске вы видите иллюстрации, посвященные к этому уроку. Мы разделили урок на 3 раздела. Сначала мы будем говорить о его биографии, потом о его портретах, так как художники его, очень много художников рисовали его, но не могли уловить тот момент его взгляда и жизни, который он... Отличительной чертой в работе учительницы русского языка и литературы классов с кыргызским языком обучения Дусалиевой Гульмиры Шергалиевны является развитие устной разговорной речи у учащихся. Этому способствует огромное количество раздаточного иллюстративного материала. Найти спрятанное слово. Корень в дороге годится, приставка в слове таится, суффикс, как в слове дневник, сам же он в космос проник. Скажите, ребята, пожалуйста, что же, какое слово здесь зашифровано? Пожалуйста, умница. Здесь зашифровано слово «спутник». Спутник, молодец, садись хорошо. Следующее слово. Корень такой, как в слове «сделать», приставка такая, как в слове «переписать». Я про вас скажу, потом вы начнете. С большим энтузиазмом, вдохновением в течение 2 лет Джапаркулов Талай Нурулаевич руководит занятиями кружка «Юный физик». Учащиеся с удовольствием посещают внеклассные занятия. Значит, мы с вами, ребята, по физике, значит, в курсе 9 класса изучаем механику, да? И, значит, по механике вы только ее начали изучать, и по механике Огромным подспорьем в работе школы является по обучению учащихся основам информатики и вычислительной техники кабинет компьютерного оборудования. Показали справку. Мы с вами проходили пользование клавиатурой, сегодня будем проходить пользование мышью. Все вошли в справку. Мышь, взяли мышь в руки, справку. И Так, сегодня, ребята, у нас первая в этом учебном году дискотека. Вы знаете, что у нас в школе тематические дискотеки проходят уже 5-й год подряд. И этот год не стал исключением. Поэтому в начале дискотеки я желаю вам хорошего, бодрого настроения, успехов. И чтобы наши школьные тематические дискотеки были по-настоящему интересными, веселыми, познавательными в первую очередь для вас. Ну и, конечно, хорошим времяпровождения. Мы уже с вами говорили о том, что на дискотеку вы приходите общаться друг с другом в свободное от уроков время. Приходите как бы в гости друг к другу. И
поэтому каждый из вас старается показать в себе все лучшее и даже сделать к этому времени, к этой встрече еще что-то. Поэтому я желаю вам успехов и чтобы наши в этом году дискотеки были самыми интересными. Ну а теперь слово предоставим ведущим 11 класса, которые сегодня являются хозяевами этой дискотеки. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать на первую дискотеку в новом учебном году, посвященную Дню знаний. Поздравляем всех вас с новым учебным годом. Желаем всего хорошего в учебе и в жизни. Учащимся 11 А и 9 А желаем отлично сдать государственный экзамен. Ты только вздумайся, это же единственный праздник на всю жизнь. Праздник, который всегда с тобой, в тяжелые или грустные минуты. Ты можешь изменить его, отрекшись от его величия, а он тебя не изменит никогда. Знанием нельзя надышаться. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь безграничность его берегов. И только в стране знания текут молочные реки и колышутся кисельные берега. Пойди в свою школу, остановись на мгновение на первой ступеньке и подумай о том, что сейчас тебя встретят учителя. Весь смысл всей жизни которых научить тебя тому, что они знают сами. И о том подумай, что школа твоя начинается уже давно, с первого твоего вздоха. И о том еще подумай, что школа твоя будет продолжаться всегда. Школа дружбы и любви, школа облаков и травы, школа дела, которому ты посвятишь жизнь. И все это будет знание, оно приближит тебе и обласкает, потому что это праздник, который всегда с тобой. Но вот что еще надо понять и запомнить на той первой своей ступени. Знания воспринимаются столько же головой, сколько сердцем. Умный, бессердечный, злой, опасен. Добренький, блаженный, щедрым сердцем и неразвитым мозгом ненадежный. Но где грань между опасностью и ненадежностью? Разве заминированный мост страшнее моста с шаткими опорами? И когда ты поймешь это, ты поймешь, какой смысл вкладывают твои родители, и твои соседи, и твои учителя, когда говорят «доброе дело». Дело не бывает нейтральным. И если оно не доброе, то как бы ему не оказаться дурным, понимаешь? А где же компас, спросишь ты? Да вот он, перед тобой. Вот, это первая ступенька, на которую ты ступил. Компас – это знание, праздник, крутящий тебя. Учитель, учитель, какое прекрасное слово. Звонком для него начинается год. С тобой он в путь отправляется снова. Знание верной дорогой ведет. С тобой он в жизни поднимается горным. С тобой в океанский плывет в глубине. С тобой он любое разделит он горе. Победа твоя, ему радость вдвойне. Научит он быть справедливым и смелым. Научит гордиться не словом, а делом. Упрямство излечит, мозг уча. Учитель все знает, учитель все может. С ним рядом любая дорога близка.